Добрый вечер, Осетия. Дезархозерестун. В прямом эфире наша передача «Добрый вечер, Осетия». И сегодня наш гость, министр МВД Республики Южная Осетия Игорь Наниев. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Сегодня мы хотим с вами поговорить о том, как сегодня работает МВД Республики Южная Осетия. Какова ситуация сегодня в вашем ведомстве и как напряжен ваш труд сегодня? На сегодняшний день Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия работает в штатном режиме, согласно утвержденным планам и нормативно-правовым актам, согласно распоряжениям, указам, приказам президента, правительства и Министерства внутренних дел. В целом ситуация под контролем. Не скажу, что какого-либо всплеска преступности не наблюдается. Игорь Георгиевич, скажите, пожалуйста, все-таки бывает так, что вы, как министр МВД, можно сказать, у вас бывает выходной день, но этот выходной день, он используется или всегда вы на работе? И у вас не бывает никогда вот такого часа, чтобы вы могли спокойно сказать, что вы отдохнули хотя бы 1 час? Но если честно, выходной день — это для меня, лично для меня, из грани фантастики. Я больше времени нахожусь на работе. У меня выходных не бывает. И в субботу, и в воскресенье, любые праздничные дни я на работе. И мне как-то легче бывает, когда я нахожусь на работе и контролирую все, что происходит вокруг. Скажите, пожалуйста, какая сфера преступности сегодня для вас, они все для вас актуальны, то есть преступность — это практически ваша тема актуальная полностью, но какая сфера больше вызывает у вас больше озабоченности из-за его небольшого, можно сказать, роста и ваши решения по этому? Значит, на сегодняшний день сказать, что наблюдается рост преступности и совершаются где-то особо тяжкие преступления, я бы не сказал. Да, к сожалению, в начале года, в первом квартале, произошли резонансные преступления. Это 3 убийства, которые раскрыты, и виновники отбывают наказание в строгом соответствии с законом Республики Южная Осетия. А так, есть преступления, которые по сегодняшний день не раскрыты, но по ним ведется активная работа, оперативно-розыскные мероприятия. И я уверен, что в ближайшее время они также будут раскрыты, и виновники будут привлечены к уголовной ответственности. В 20-х числах февраля этого года у вас было отчетное собрание Министерства внутренних дел, и где вы обозначили приоритеты. Это борьба с наркоманией и безопасный город. Поподробнее можно будет остановиться на этих вопросах? Да, конечно. Значит, на отчетном совещании тогда присутствовал президент Республики Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов, генеральный прокурор Республики Южная Осетия Урзуман Фридонович Джагаев и наши коллеги из других ведомств силовых. Президентом были обозначены положительные сдвиги и отрицательные моменты, над которыми еще надо работать. Была проделана достаточно большая работа в сфере борьбы с организованной преступностью, но еще многое надо делать нам. Есть задачи перед нами, это прежде всего проект «Безопасный город». В этом плане нам лично президент оказывает помощь, и в ближайшее время, можно сказать, это не так легко делается, потому что это и финансовые затраты, конечно, и не так быстро делается, как бы нам хотелось. Не так быстро, потому что там нужны специалисты, там нужно современное оборудование. Мы в данный момент над этим работаем, и в ближайшее время в ключевых развязках по городу Цхинвал, в первую очередь, будут
современные видеокамеры, которые нам во многом будут позволять, ну, во многом будут способствовать в борьбе с преступностью и с нарушениями правил дорожного движения. То есть также во многом будут способствовать поддержанию общественного порядка. Скажите, а вот сколько сейчас камер стоит уже в городе? В данный момент 48 камер было установлено в разных точках, но в связи с тем, что они довольно-таки не очень современного качества, и их надо обслуживать периодически. И так как их никто не обслуживает, они периодически выходят из строя. Но мы поддерживаем их режим работы. Ну, на сегодняшний день они полностью не работают, но будем стараться, будем работать, чтобы в этом направлении были сдвиги. Ну, как раз вот в 2018 году вот задача должна быть выполнена Министерством внутренних дел, обозначил президент по поводу безопасного города. И то, что вы сказали касаемо вот установки еще больше камер, да, туда входит, и обслуживания этого всего. Будут ли там как бы камеры фиксировать, опять же, нарушения дорожно-транспортные происшествия? Имеется в виду, что вот как обычно это фиксируется по дорогам, по трассам, вот такое у нас будет устанавливаться или нет? Я еще раз подчеркиваю, что это непростая система, но камеры, которые мы собираемся приобрести и установить с помощью наших коллег, специалистов, они будут определять номера, скоростной режим, и так поэтапно будем выводить их на режим реального времени, чтобы они фиксировали и нарушили скоростной режим и все нарушения правил дорожного движения, то есть, которая будет стекать в определенный центр и будет отслеживаться. И, то есть мы можем сказать, что уже со следующего года такие водители-лихачи будут получать уже письма счастья, да, которые будут, штрафы будут получать прямо на дом. Над этим работаем. Вот это будет работа проводиться. Да, будет. И второй вопрос, который вот приоритеты, которые вы обозначили тогда, это борьба с наркоманией. Ну да, во время совещания итогового, да, генеральным прокурором было подчеркнуто, что я абсолютно это замечание принимаю, согласен, и недостаточно эффективная работа велась в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но смело могу сказать, что за последнее время сотрудниками УБНО Министерства внутренних дел проделана определенная положительная работа. Если вот исходить из этого, что очень много лиц, употребляющих наркотические средства, ну да, а если мы их не будем выявлять, их не видно будет, правильно? Да. Да, но в этом направлении ведется работа. Вот буквально за неделю сотрудниками УБНО, которые работают именно в этом направлении, было задержано ряд граждан, которые занимались незаконной перевозкой, сбытом, хранением, в первую очередь сбытом наркотических веществ. Они привлечены к уголовной ответственности и будут нести уголовную ответственность в строгом соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. Точно еще могу сказать, что в этом направлении нам огромную помощь и поддержку оказывает президент Республики Южная Осетия, правительство, парламент. И буквально сегодня на парламентском заседании было вынесено решение, новый законопроект, что за незаконное употребление, приобретение, сбыт, хранение препарата лирика будет уголовная ответственность. По сегодняшний день была административная ответственность. А сейчас будут уже привлекать уже по да, закону. в ближайшее время будет за это уголовная ответственность. А есть ли вот такой факт, чтобы уже как бы несовершеннолетние как бы втягиваются вот в это наркодилерство и употребление наркотиков?
И выявляются ли такие факты? Ну, доказать это не так просто. Да, слухи идут, что да, несовершеннолетние как бы масштабно употребляют вот этот препарат лирика, но есть более какие-то другие препараты, это снюс, это насвай. К сожалению, у нас они присутствуют. К сожалению, некоторые наши граждане их завозят из сопредельных государств. Но в этом направлении тоже ведется активная работа, и я уверен, что желающих приобретать и ввозить в Республику Южная Осетия вот эти препараты и распространять станет меньше с наступлением уголовной ответственности. Игорь Георгиевич, вот 2 года, по-моему, назад, насколько мне память не изменяет, в России вообще был такой введен, как бы, то ли закон, то ли по положению было такое, что проводить тестирование на предмет употребления наркотических средств среди школьников, чтобы выявлять, как бы, как несовершеннолетние употребляют или нет. И как раз вчера глава Республики Северная Осетия Алания Битаров Вячеслав, он проводил такую антинаркотическую акцию, в котором участвовало все руководство республики. Имеется в виду, он сам первый, Мачнев, они сдавали именно тест на предмет употребления наркотических средств. Вот эти акции и вот это тестирование, они смогут пройти у нас вот в Южной Осетии, как вы считаете? Вот, и что для этого нужно, чтобы с одной стороны, что родителям же самим будет неожиданностью того, что вот ребенок употребляет наркотики в школе или не употребляет. И с другой стороны, опять же, начиная как бы с главы республики, имеется в виду с нашей главы республики, чтобы все проходили как бы вот тест на предмет употребления наркотических средств. Как акцию провести вот в этом плане? Как вы на это смотрите? Ну, на это я смотрю положительно. Но в то же время скажу, что у нас особой тревоги нет. Но опять-таки хочу подчеркнуть, что к этому многие, вот, к подобной акции, к подобной проверке, например, в школах. Да, в школах. Это важно. И многие родители уверены, что будут относиться очень негативно. Так что это надо решать, наверное, на определенном уровне, и чтобы было это согласовано, что ли, со всеми министерствами. А почему родитель должен негативно отнестись к этому? Как вы думаете? Вот он... Ну, потому что мы сталкивались с этим. То есть уже были такие, да? Были случаи, ну, я скажу, что в этом году точно уверен, что ни одного факта, ни одного выявления не было, чтобы вот несовершеннолетние попадались или были уличены в употреблении наркотических веществ. А помню, что в прошлом, позапрошлом годах были и школьники, были и несовершеннолетние, были, которые употребляли, вот, например, курительную смесь, марихуана и типа других препаратов. А вот в государственных структурах? Ну да, к сожалению, бывают лица, которые внешне вызывают подозрения у сотрудников милиции. И тут же бывают доставлены в наркологический диспансер, бывают освидетельствованы, и, к сожалению, да, употребление марихуаны у нас, к сожалению, присутствует, да. А так сказать, что у нас так присутствуют тяжелые наркотики, я бы не сказал. Бывают так единичные случаи, и то не вызывает тревогу. Понятно. Игорь Георгиевич, у нас вот вчера произошел трагический случай. Дорожно-транспортное происшествие, и в котором погиб молодой человек. И можно сказать, таких трагических случаев у нас практически ежемесячно происходит со смертельным исходом хотя бы один человек. Вот что предпринимать вообще нам с вами, имеется в виду, что, чем мы можем вам помочь, чем вы располагаете, какими возможностями, чтобы вот эти трагедии остановить просто? Ну, я бы в первую очередь хотел обратиться к нашим согражданам. Ну, с просьбой, что ли, или как-то вот, или буду призывать их, ну, может, определенную какую-то категорию к благоразумию.
потому что мы все являемся участниками дорожного движения. Да. Ну вот когда человек сам не думает и не беспокоится о своих пассажирах, о своей судьбе, извините меня, сотрудники ДПС или сотрудники милиции не смогут уследить каждое автотранспортное средство. Вот, например, вчерашний случай. Эта машина выехала из Наурского района, была остановлена сотрудниками ДПС на стационарном посту села Аунев. Вышел, предъявил документы, человек был абсолютно трезвый, со слов сотрудников ДПС. А рядом сидящий пассажир визуально находился в состоянии алкогольного опьянения. Следовательно, эту машину пропустили, потому что за рулем сидел трезвый водитель. Машина приехала в город Схинвал и тут же через определенное время вернулась. На переезде есть заправочная станция, там заправил свое автотранспортное средство и уехал обратно. И вот совершил дорожно-транспортное происшествие. Но пока мы не можем утверждать, что за это время он употребил алкоголь или, в первую очередь, есть подозрение, что он превысил установленную скорость, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автотранспортного средства, в результате чего погиб. Что предпринять? Вот даже призывы, вот разговоры с этим, вот почему человек, который сидит за рулем, он в трезвом виде, хочет, как говорится, превысить скорость, быстрее доехать домой, и вот это же все-таки машина, это же техника. Сказать, что именно вот ГАИ, управление ГАИ, который непосредственно отвечает за соблюдение правил дорожного движения, я бы не сказал, что они неэффективно работают. Да, ведется определенная положительная работа. По сравнению с первым кварталом 2017 года, в разы выявления, которые они уже сделали, намного больше. Намного. 1400 с чем-то выявлений нарушений правил дорожного движения. Именно за последнюю неделю, вот сейчас, 18 водителей управляли автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, на которых и составляются материалы, направляются в суд и штрафуются. Я бы лично склонен и хочу, чтобы уже увеличить размер штрафа и увеличить... лишение прав же при этом присутствует? И лишение прав присутствует, и административный арест присутствует, и штрафы в судебном порядке присутствуют, но, к сожалению... Динамика есть все-таки. К сожалению, желающих полихачить в нетрезвом состоянии не уменьшается. У нас звонок в студию, давайте послушаем звонок. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло, да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники. Я Алборов Феликс Иванович, юрист, закончил Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации. Закончил с отличием. Московским. Значит, у меня вопрос к вам такой. Вот вы правильно заметили, что надо проверять молодежь на причастность к употреблению наркотиков. А почему нельзя проверять или проверить взрослых, учителей, преподавателей, тренеров, которые имеют непосредственное отношение и которым мы доверяем наших детей, чтобы они воспитывали, тренировали. Кто непосредственно работает с детьми. Которые, да, проверить их. Алло, звонок пропадает, алло. Город маленький, мы друг друга все знаем. Да. И почему нельзя проверять их? И именно не во Владикавказе, чтобы они проходили проверку, а в Ставрополе или в Краснодаре. Как во Владикавказе проходят проверку,
на причастность наркотиков. Это я прекрасно знаю, потому что я сам получал, значит, это как и самое, водительские права. Я видел и наблюдал, как там проверяли. Это раз. Второе. Уважаемый господин Нанев, по каким качествам и по каким признакам вы принимаете на службу в органы МВД? Потому что мы знаем, какие люди очень легко попали к вам на службу. Да. Особо не внушают доверия. Спасибо за вопрос. Спасибо. Давайте первый вопрос. То есть имеется в виду, что опять же насчет тестирования и относящийся к учителям, которые имеется в виду в работе с ребятами, то есть с несовершеннолетними, непосредственно общаются с ними. Ну, во-первых, я хочу ответить на этот вопрос в том плане, что это надо обсудить с профильными министерствами и по обоюдному согласию. Например, Министерство образования, да. Министерство обороны и других ведомств. Здравоохранение. И в здравоохранении, чтобы вот эту акцию, я бы не говорил, что вот эту проверку провести, да. Тестирование провести комплексно. Так сразу одним махом это не осилить. Я лично в своем ведомстве до Нового года провел вот это тестирование. То есть все сотрудники, которые были уличены в употреблении немедицинских препаратов, были уволены из органов внутренних дел. И сегодня провожу эту проверку. Работа над этим ведется в Министерстве внутренних дел. Почти весь личный состав Министерства внутренних дел прошел через эту проверку, через наркодиспансер. А так вот заставить всех остальных, естественно, это не в моей компетенции, это как-то другой подход нужен, чтобы. А так вопрос правильный, конечно. Может, есть такие абсолютно преподаватели, вас, которые, может быть, и работают с детьми, но сами нуждаются в проверке или надо их проверять. Здесь я поддерживаю и вас тоже поддерживаю, и задавшего вопрос, потому что на самом деле нужно согласованное решение как бы профильных всех министерств, и потом, если нужно будет, наверное, и решение и законодательное. То есть это можно, если узаконить, то все будут для себя понимать, что любой человек, который там вступает во взрослую жизнь, он проходит это тестирование для того, что для самого же себя. Имеется в виду, чтобы помочь ему на первом же этапе, чтобы он не сошел уже с этого пути. А дальше уже посмотрим, уже как будет и на работу принимать. Я хочу ответить на вопрос уважаемого гражданина, который Алворов Феликс. Да, Алворов Феликс, который по каким критериям мы принимаем на службу в органе внутренних дел. В первую очередь, кандидат на службу должен быть совершеннолетним, иметь высшее образование, желательно, чтобы служил в рядах вооруженных сил. И обязательно он проходит через вот эту проверку. Вот эту процедуру. И после этого по нравственным каким-то качествам проходит еще и психолога, чтобы не было за плечами какой-то уголовной ответственности или даже привлекался к административной ответственности. Вот таких молодых людей мы принимаем в органы внутренних дел. Юрий Георгиевич, но не секрет, что органы внутренних дел посылают ежегодно на учебу. Именно выпускников наших школ посылают на учебу. Вот каков коэффициент возврата к нам и коэффициент их трудоустройства? Обычно вот так говорят, что вот я приехал обратно домой, я здесь никому не нужен, я обратно уеду в Россию, буду там работать, а в это время кто-то, который на самом деле очень сильно хотел поступить и стать профессиональным и военным, и профессиональным там юристом,
он не смог этого сделать. Вот есть у вас вот эти данные какие-нибудь? Ежегодно мы направляем на высшие учебные заведения Российской Федерации по линии Министерства внутренних дел около 20 абитуриентов. Ну, это определенная часть, это действующие сотрудники, определенная часть это дети действующих сотрудников и, конечно же, выпускников средних школ республики. И это из сельских школ, из деревенских школ, из районов. По окончании учебы они возвращаются в Южную Осетию, и у многих бывает желание работать именно в Министерстве внутренних дел. И мы не имеем права их не трудоустроить. Я пост министра внутренних дел занимаю с июня месяца прошлого года. Выпускники, которые вернулись при мне из вузов Российской Федерации по линии Министерства внутренних дел, у которых было желание работать и служить в Министерстве внутренних дел, они все трудоустроены и работают. Но есть определенная категория, которые не хотят служить в Министерстве внутренних дел. Кто-то уезжает, или уже родители переехали жить, может, во Владикавказ, в Россию. Они тоже есть. Еще, естественно, и девушки были, которые вышли замуж. Естественно, они не стали работать здесь, в Схинвале, в Министерстве внутренних дел. Вот. Я не вижу и лично не помню, чтобы кого-то не трудоустроили, кого-то выбросили на улицу, такого не было. И в этом году вернутся еще, я, насколько знаю, около 14 выпускников. Должны вернуться сюда. Должны вернуться сюда обратно, да, которые по окончанию учебы. И мы будем максимально делать все, чтобы они были все трудоустроены. Игорь Георгиевич, скажите, пожалуйста, а это не влияет, опять же, на тех работников, которые работают у вас в министерстве? То есть имеется в виду, что они вынуждены будут уходить, или же у выпускников есть вакансии определенные в Министерстве внутренних дел, которые они будут занимать? Ну, согласно положению о прохождении службы в органах внутренних дел, сотрудник, который достигает определенного возраста, согласно положению, 55 лет и выше, 50 лет и выше, 45 лет и выше, у которого уже есть достаточный стаж работы, они, согласно положению, должны уходить на заслуженный отдых, то есть на заслуженную пенсию. Есть у нас еще, конечно, и кто-то по собственному желанию увольняется. В результате чего у нас в данный момент приема на службу нету. Прием приостановлен. Так что я особой тревоги не вижу, что эти молодые ребята, которые вернутся, они все будут трудоустроены. То есть вакансии мы для них подыщем, найдем. А скажите, а есть среди тех людей, которые сами уходят от вас, вы их просите, чтобы они остались как ценных специалистов? Ну, за последнее время, во время моего пребывания, таких не было. И кроме того, есть у вас Центр профессиональной подготовки МВД Республики Южная Осетия, где проходят у вас... Да, учебный центр. Учебный центр, да? Вот в этот учебный центр кто приходит? А вот кого вы принимаете после службы в рядах вооруженных сил? Или... В этот учебный центр именно приходят действующие сотрудники. Как офицеры, так и рядовой состав. Один поток рядовой состав, то есть сержантский, а другой поток офицерский состав, младший офицерский состав, средний офицерский состав. И они проходят определенный уровень переподготовки. И раз мы заговорили об абитуриентах, которые будут поступать в этом году тоже будете посылать же, да? Опять же, по линии МВД. Есть большая уверенность, да. Да. И в то же время у нас вот буквально сегодня была встреча министра образования Натальи Гасиевой. Вместе она была на встрече с президентом Анатолием Ильичем Бибиловым. И там как раз говорили о выпускных днях, которые, по моему мнению, очень большое напряжение вызывают в рядах МВД. Имеется в виду вот эти дни. Это выпускной бал и выпускной вечер. Потому что с прошлого года, насколько мы знаем,
были отменены вот эти все банкеты, и вот разговоров было очень много на эту тему. Ну, значит, я отвечу. Естественно, многим будет неприятно, но это была лично моя инициатива. Тогда я возглавлял управление внутренних дел города Цинвал и сам лично видел, как вот несовершеннолетние дети, ну то есть выпускники, в присутствии учителей, в присутствии родителей, на целые сутки закрывали рестораны, кафе. И, следовательно, там, без употребления спиртных напитков не обходилось. Эти дети рано или поздно научатся и выпить, и сигарету покурить, и еще что-то попробовать. Но как-то им давать лишнего повода именно в эти дни я бы лично не хотел. Большое спасибо тогда, и скажу я большое огромное спасибо министру образования Наталье Константиновне, что она поддержала мою инициативу. Был издан ведомственный приказ по Министерству образования, и вот тогда мы общими усилиями как-то закрыли вот эту тему, что вот эти посидельки, банкеты в ресторанах, в кафе в прошлом году не было. Я согласен, да, молодежь, они окончили школу, им нужно как-то повеселиться. Давай устроим им экскурсии. Есть у нас очень прекрасные места. Экскурсии, есть концерты, все возможности есть у них, чтобы они провели свой досуг, отдохнули. А так вот не в таком плане, чтобы всю ночь до утра, до рассвета сидеть в ресторане, в кафе и употреблять спиртные напитки. Я не скажу, что все подряд, но были случаи, когда и доставлялись за нарушение общественного порядка в управление внутренних дел и составлялись административные материалы на этих подростков. Тем более, так что я и в этом году буду настаивать, отменить вот подобные мероприятия. Тем более, что было связано еще с дорожно-транспортным происшествием. Имели место, да, я согласен. Да, вот в этом плане. Игорь Кириллович, мы заговорили опять и о ваших сотрудниках, но среди ваших сотрудников были еще несколько лет назад тоже погибшие при исполнении служебных обязанностей. Вот какая материальная помощь была оказана их семьям или оказывается ли сегодня вот эта материальная помощь? Значит, к сожалению, очень много сотрудников органов внутренних дел погибли при исполнении служебных обязанностей. Это во время боевых действий, во время исполнения служебных обязанностей по задержанию особо опасных преступников. Лично внутри ведомства, да, мы изыскивали какие-то возможности, чтобы облегчить им, помогать тем, которые нуждались. И на сегодняшний день тоже помогаем, да, и государство помогает, огромное им спасибо. Были выплаты какие-то денежных средств компенсации семьям погибших, но сегодня над этим тоже ведется определенная работа. И будем стараться и как-то дальше им оказывать и материальную, и финансовую помощь. Спасибо. У нас звонок сейчас в студию. Алло. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Так, звонок, наверное, сорвался. Так, звонок сорвался, сейчас перезвонят нам, наверное, но мы продолжим нашу беседу. Информационный координационный центр. Что это значит и каковы его будут функции, и когда, наконец, этот информационный координационный центр приступит к работе?
Ну, информационно-координационный центр – это уникальная международная организация, функции которой будут направлены на обмен информацией, розыск скрывшихся преступников от суда и следствия, проведение многих видов экспертиз, которые, к сожалению, у нас на данный момент в Министерстве внутренних дел не проводим. Это, скорее всего, и автотехническая экспертиза, генетическая экспертиза и очень много других нетрадиционных экспертиз. Так что создание вот этого информационно-координационного центра во многом будет помогать работе двух министерств, это Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия, Министерство внутренних дел Российской Федерации и даже других министерств, других регионов Российской Федерации. Ну, планируется, в данный момент ведется строительство тех объектов, которые выделены под информационно-координационный центр. Я уверен, велика вероятность, что эти объекты будут сданы в эксплуатацию уже к сентябрю месяцу. Это в конце августа, в начале сентября месяца. Мы несколько раз инспектировали эти объекты. Я лично сам и представитель Российской Федерации в Южной Осетии по линии Министерства внутренних дел и посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Минюрович Кулахметов. И строительство этих объектов ведется довольно хорошими темпами. Так что велика вероятность, есть уверенность, что к концу года информационно-координационный центр будет работать, будет функционировать. У нас опять звонок. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Салома. Салам. Нани тигр мамам и вопрос кадганания. Гананис живут. Приемный бунс инвайе кориюхот. Махуше бунс адаймок кабошава. Уад ганан найма як обинет юнгай сложуй. Бузник форстетахай. Прием граждан. Доллар проходную хойна випа пресхойна. Буман караули померот тожот виала на помер сложуй кабинет на башона. Бафарсфорстайт хешави мен жоб просто. Кадганани вади ахидар кузарит. Да, ванума мекок загут. Ванума мекок загам кашбунер бошават. Ох фахишен. Фахишен. Ну, ускана кана. Манан олбун дар мабуну марой сунодам. Одно дело, чтобы я не проводил оперативное совещание. И чтобы вы были на месте. Я всегда на месте. Но чтобы я не проводил совещание с личным составом. И еще, может, нахожусь на заседании правительства, да, или на каком-то совещании у президента или у премьер-министра. А так я постоянно на рабочем месте и не помню никогда такого случая, чтобы ко мне кто-то пришел на прием, и я его не принял. А так официальный приемный день у меня бывает в пятницу, после обеда до позднего вечера. Пожалуйста, всех желающих я принимаю. Это по предварительной записи или можно уже прийти? Да, многие звонят предварительно, многие записываются и приходят на прием, что по сегодняшний день вот каких-то жалоб в этом плане не поступало. Ну, я думаю, что нас слышат тогда. Ну, я еще извиняюсь. Естественно, да. Есть Министерство внутренних дел, это, конечно, опять-таки не проходной двор, есть да, контрольно-пропускной пункт, есть дежурная часть. Посетители спрашивают, по какому вопросу, кому, и, естественно, это обязательно, да. Как положено. Игорь Георгиевич, затронув вопрос строительства, у меня просто вопрос по поводу городской милиции, здания. Когда это здание появится, чтобы это было современное здание городской милиции? Потому что вы сами были начальником городской милиции, занимает сейчас городская милиция здание бывшего детского садика.
И очень хотелось бы, чтобы наша городская милиция занимала вот какое-то вот функциональное здание. Но этого прежде всего больше хотят сотрудники, которые там работают, которые там служат, я сам лично. Но я уверен, что в ближайшее время, может к концу года, может, но в ближайшее время городская милиция будет находиться в нормальном, другом, благоустроенном здании. Так что я не вижу проблем с этим, что там начнется строительство. Городская милиция будет ютиться в других каких-то съемных помещениях. В этом плане есть уверенность, и состоялся разговор с президентом республики Анатолием Ильичем Бибиловым и с председателем правительства Эриком Георгиевичем Пухаевым. Велика вероятность в этом плане, что управление внутренних дел города Цхинвал будет переведен в более нормальное административное здание с хорошими условиями. Очень хорошо. Сейчас у нас на СМС-портале есть вопросы, которые я хочу зачитать. И вот здесь два вопроса одного типа. Будут ли выплачивать обещанные выплаты сотрудникам МВД? И второй вопрос, когда повысят зарплату милиции? Это практически один и тот же вопрос. Да. Я так думаю. Ты даже три вопроса. МВД и Кучета совместные цифры. Три вопроса на одну тему. Над этим ведется огромная работа. Это в плане софинансирования. Ну, появились маленькие какие-то проблемы, не по нашей вине, естественно. И в ближайшее время я уверен, что сотрудники органов внутренних дел получат вот эти обещанные денежные средства, то есть единовременные денежные выплаты к должностным окладам. Так что особого беспокойства в этом плане я не вижу, потому что деньги перечислены, деньги находятся у нас в Южной Осетии. Ну, есть какие-то нюансы, есть какие-то маленькие. То есть чисто документальное оформление сейчас идет. Ну да. Что? Пусть не беспокоятся эти люди. Игорь Георгиевич, вот как раз у меня был один из этих вопросов. В марте месяце у нас было резонансное дело. У нас получилось на сайтах всех, можно сказать, информационных агентств Южной Осетии, когда завели дело на бойцов СОБРа, из бывших жителей города Цхинвал. И как раз у нас вопрос тоже в СМС-портале. Хотелось бы узнать, как продвигается дело по сотрудникам СОБР, которые избили парня в районе БАМ. Индира Тидеева задает вопрос. По данному факту возбуждено уголовное дело в Генеральной прокуратуре Республики Южная Осетия. Эти сотрудники уволены из органов внутренних дел. На сегодняшний день находятся в камере предварительного содержания в Ивесе. И все идет по закону, ведется следствие и будут привлечены к уголовной ответственности в строгом соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. То есть пока идет все в рабочем... Идет следствие. Да. У нас еще такой интересный вопрос, который принесли наши сотрудники. В декабре прошлого года по дороге в село Доминис вечером в 22:00 навстречу нашей машине выбежала лошадь. Так как было темно, мы не увидели сразу животное, в результате чего мы задели лошадь. Она вскочила и побежала, но моя супруга пострадала в результате этого столкновения. На заднем сиденье находились двое маленьких детей. Во время аварии патрулировала машина РОВД Цхинвальского района, и в течение нескольких минут все зафиксировали. И на месте столкновения, и в больнице, и в приемном отделении. После случившегося с нами на этой дороге был еще один случай, где также лошадь выскочила на проезжую часть и создала аварийную ситуацию. У меня вопрос. Есть закон, который обязывает хозяев домашних животных, крупного и мелкого рогатого скота не выпускать на проезжую часть позже 20:00, и как обязать хозяев не выпускать на трассу своих лошадей и животных, чтобы не произошло трагедии. Потому что становится опасно ехать по той дороге вечером из-за того, что лошади разгуливают по дороге без присмотра.
И давайте еще звонок послушаем, чтобы он не пропал. И этот вопрос у нас здесь мы озвучим сейчас тоже. Алло. Саламат. Алло, добрый вечер. Алло, Хусаба. Телевизор гетил доктора изучаем, я жабах бабай Хусам. Семья погибших это хайранжурам компенсациятан. Одонан уже дасоза бешат каненс васен модернисти. Телевизор фасда дорах изуч гетил. Нава Хусам жабах. Компенсация хайзах дاد فلا کش компенсация کوی کننج. دسازا بشات کننجا بود سراتستم سومی نبو مرکز دنیز خبر. Может, это выплат, наверное, единовременных выплат. Скорее всего. Фахишантай. Все, опять прервалась связь. Ну, по компенсациям, я думаю, что вы уже ответили, потому что это... Ну, над этим работаем. Естественно, многие приходят ко мне лично в кабинет, задают этот вопрос. Я думаю, этот вопрос тоже в скором времени решится положительно. Так что в данный момент обещать им сразу я пока не могу. Хорошо. Вот насчет вот этого вопроса. Есть ли какой-нибудь закон, чтобы обязать вот хозяев, чтобы они держались свой скот? Потому что лично на примере Государственного драматического театра у нас тоже был такой случай, который перешел в разряд анекдотов. Машина, которую мы отремонтировали, приехала с Владикавказа, не успела даже машина заехать как бы на территорию театра, она поехала как домой и по дороге столкнулась с крупнорогатым скотом. И машина опять на ремонте. Ну, есть такой закон, когда вот после, вот с наступлением сумерек, когда вот домашние животные, например, крупный рогатый скот или находятся вот на проезжей части, и вот совершается наезд автотранспортным средством, то за это водитель автотранспортного средства ответственность не несет. Но насчет вот этих лошадей, о чем говорится вот в вопросе? Да, в вопросе. В данный момент я в курсе, потому что в мой адрес было еще заявление на стадии рассмотрения. Но эти лошади, как бы установить хозяев в данный момент составляет определенные трудности, потому что они находятся вот то в сторону, то на территории Схинвальского района, то Знаурского района. Вот как-то вот. Такая миграция идет лошадей. Ну да. То есть мы можем спокойно сказать, что... Появляются на проезжих частях, то на дороге вот по трассе в Знаурский район, то в сторону Джавского района они появляются. Так что будем работать, будем устанавливать и дадим компетентный ответ тем людям, тем лицам, которые задают эти вопросы. Ну да, но вот имеется в виду, что то, что вы сказали, что это вообще относится к любому времени суток или касается в вечернее время, что вот от водителя ответственности не несет? Нет, если в дневное время водитель совершает наезд на крупный рогатый скот, на проезжей части, естественно, несет. Но да. Вот, а после в вечернее время, вот тогда уже определенную ответственность несет хозяин. Почему в это время без присмотра находится домашний рогатый скот, находится на проезжей части, на федеральной трассе или в любой автодороге, которые ведут в тот или другой район, Ленингорский район, Знаурский, Джавский, тут уже без разницы. У нас вот на СМС-портале опять есть вопросы. Личный состав ОМОН спит в спортивном зале. На одну кровать претендует 3 человека. Когда построят нормальную казарму? Ну да, есть определенные проблемы с этим тоже, но вопрос на контроле тоже у президента, у правительства. И будем решать, чтобы сотрудникам ОМОН в скором будущем или, может, со временем построим здание, где будет размещаться
и будут спальные помещения для личного состава. А спортивный зал был предназначен только для занятий спортом, как обычно. Так что в данный момент я сказать не могу, через месяц или к концу года вот это решится положительно. Но есть уверенность, потому что над этим ведется работа. Думаю, этот вопрос тоже будет решаться положительно. Вот еще один вопрос. Добрый вечер. Знак студии. Махастам общежитие загудзерной шаржета. Кругом нам не перхутой заборта. Менем кемши наркомани суду нам шавен. Чувенгеджиста сафестам. Мен мамне бомбарин кенут кед меше оджистам. Афта участковый ам найгенен менем участковый искусса амен на проблема амен на проблема имя базунгева. Ну да, вопрос. И как раз вопрос участковых, который я оставил вот наконец. Когда я сам лично работал в управлении внутренних дел, тогда вот в неделю хотя бы 2-3 раза или даже больше участковый или наряд милиции находился в этом общежитии. Потому что я не хочу унижать чье-то достоинство, но там довольно-таки есть такая категория людей, которые сами нарушают общественный порядок на местах. И привлекались к административной ответственности, и доставлялись в управление внутренних дел. Но дело не в этом. Будет с моей стороны поручение, чтобы каждый день участковый инспектор, который отвечает за этот административный участок, лично проверял, находился там и проводил профилактическую работу. А так я бы им советовал, чтобы звонили в дежурную часть управления внутренних дел. Этот номер, я уверен, что жильцы этого общежития все знают. На данный момент в городе Цхинвал, по городу Цхинвал, 9 участковых уполномоченных милиций. И за каждым из них закреплен определенный административный участок, за который они отвечают. То есть на весь город 9 человек? Ну, до 9 человек там недокомплект, потому что, к сожалению, выходит так, что не хотят работать именно участковыми уполномоченными милиции, потому что это одна из самых таких трудных, тяжелых обязанностей, вот, в Министерстве внутренних дел. А вообще, по идее, сколько должно быть их? 12 уполномоченных милиций должно быть. По штату предусмотрено 12. То есть недокомплект составляет 3 участковых уполномоченных милиций. Вот просто бывают такие случаи, когда спрашивают, вот, кто наш участковый и как узнать, куда звонить, чтобы дозвониться не до вас, а просто звонить уже участковому и решать проблемы с ним. Для этого, ну да, при мне и часто задают вопрос, кто наш участковый и как его найти. Есть дежурная часть управления внутренних дел города Цхинвал, есть дежурная часть центрального аппарата Министерства внутренних дел. Мною поставлена задача, что в скором будущем, даже завтра или послезавтра, на сайте Министерства внутренних дел появятся конкретные фотографии с телефонными номерами, контактными телефонами участковых уполномоченных милиций, даже с перечнем, с указанием границ тех административных участков, которые они обслуживают. И все интересующие лица будут видеть и знать, кто где является участковым уполномоченным милиции. Да, я согласен, может, не всех, не везде знают, может, участковый не постучался каждому в дверь, не представился, не познакомился, но в большинстве случаев подобные замечания под собой почву не имеют. Потому что наших уполномоченных милиций участковых практически в городе знают все. Игорь Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот как часто министр МВД Республики Южной Осетии неожиданно приезжает в районный центр? Имеется в виду, чтобы и проверку провести одновременно, и посмотреть, как работают сотрудники.
Бывают такие неожиданные приезды? Бывают такие неожиданные приезды и в село Арцево, где у нас отдел милиции, поселок Вайса, то есть город Вайса, в Ленингор. То есть это моя прямая обязанность, чтобы я проверял и навещал свой личный состав, который находится в Знаурском районе, в Джавском районе, в Ленингорском районе, в Схинвальском районе. Общаться с ними, поделиться, может, какие-то проблемы у них есть. Помимо того, что я провожу часто оперативные совещания с милицией общественной безопасности отдельно, с криминальной милицией отдельно, и то и общее оперативное совещание. Так что это в порядке вещей. Я должен знать, я должен быть в курсе, в чем нуждаются мои сотрудники, чем они занимаются, где они находятся и так далее. А вот встречи, именно, я даже не скажу, что участковых, а встречи со школьниками, имеется в виду приход в школы МВД, бывает? Чтобы они пришли туда, пообщались с детьми, поработали с ними. Помимо того, конечно, безусловно, у нас есть общий план с Министерством образования, с Комитетом по делам несовершеннолетних при президенте, с КДН, инспекторами по делам несовершеннолетних. Они по плану навещают школы, детские сады, неблагополучные семьи, которые находятся на учете. Это плановые. А так непосредственная задача участкового инспектора и инспектора по делам несовершеннолетних больше времени находиться в школах и проводить профилактическую работу и следить за правопорядком. И довольно-таки я оцениваю работу по делам несовершеннолетних положительно. У них тесное взаимодействие с другими структурами, которые непосредственно занимаются вопросами. Комитет по делам несовершеннолетних, это при администрации города Цхинвал, с другими организациями. Конечно, это непосредственно их работа, и в этом плане ведется определенная положительная работа. Игорь Георгиевич, я со своей стороны хочу вам сказать большое спасибо за интересную беседу, потому что она прошла очень интересно и неформально, можно сказать так. И те слова, которые мы слышали с вами еще в нашем детстве, «Моя милиция меня бережет», она, по-моему, в действии в городе Цхинвал и вообще в Республике Южная Осетия. И спасибо вам за службу. Спасибо всем. В свою очередь мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечивать безопасность граждан, охранять общественный порядок, и всем желаю здоровья, счастья и безопасной жизни. Спасибо вам. Вот, пользуясь случаем, я бы обратился к гражданке, которая обратилась насчет каких-то компенсаций, подойти ко мне лично, поговорим, побеседуем. Надеюсь. Да, и еще вот прямо вот сейчас к нам заскочил вопрос. Добрый вечер, студия. Мы, жители улицы Комсомольской, радовались, когда начали строить улицу, но радость была короткая. Невозможно перейти дорогу из-за того, что машины летят как ракеты, ребенка невозможно выпустить на улицу. Что нам делать, куда нам обратиться? Значит, подобные вопросы звучат очень часто и в мой адрес, и в адрес правительства тоже. Вот недавно было логичное заявление от жителей села Тибет. Но все просят, чтобы по улицам были установлены искусственные неровности. Это не только от милиции зависит, не только от ГАИ зависит. Это надо согласовывать с администрацией города Цхинвал, с Дорекспостроем, чтобы когда совместно разобраться, совместно установить и согласно ГОСТу, чтобы они соответствовали. Есть определенные нормативы, чтобы они соответствовали этим.
не только по улице Комсомольской, еще с улицы Осетинская тоже звучат такие заявления. Ну, будем максимально обращать внимание на это и будем идти навстречу тем нашим гражданам, которых беспокоит вот данный вопрос. Спасибо большое вам. И всем, кто смотрел нашу передачу, тоже спасибо. И как сказал Игорь Георгиевич, мы живем в безопасном городе. Спасибо вам. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо.